Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і в Україні і в усьому світі. Дякую вам за вашу увагу, за вашу підтримку. Це те, що дивитеся нас за те, що допомагаєте військовим Збройним силам України і всім, кому треба зараз допомагати. А ми, в свою чергу, працюємо на інформаційному фронті. І сьогодні я дуже радий, що знайшов час з нами вийти в прямий етер. На мій старий товариш, російський колись, зараз він живе в Берліні, в Німеччині, політолог, соціолог і взагалі дуже чесна людина. Ігор Рейдман. Пане Ігоре, привіт тобі. Привет, Эдер. Радий бачити. Перейду на мову країни-агресора, щоб тобі було зручніше відповідати. Последние события в Русском Рейхе какие-то странные. Вот, ну, просто в Украине их не очень понимают, поэтому я и попросил тебя именно с твоим взглядом, с одной стороны, погруженным в Россию, то есть ты следишь постоянно и следила раньше и продолжаешь, хотя много лет живешь на Западе уже. Вот, и с другой стороны, ты живешь в Германии, и как-то у тебя такой вид абсолютно, судя по твоему Фейсбуку, не искаженное абсолютно восприятие, абсолютно четкое, правильное и более глубокое, чем мое. Поэтому, ну, начнем, наверное, с самого такого события, которое все тут комментировали в Украине. По-разному комментировали, конечно. Вот это пост какой-то, не знаю, там, Аллы Борисовны Пугачевой. Она молчала все эти годы, никто от нее ничего не слышал, начиная с 2014 года. Ни слова, я подчеркиваю, ни одного. Вдруг она, ну, понятно, там они с Галкиным уехали, насколько я понимаю, теперь она вернулась, Галкин вроде как нет, или вернулся тоже непонятно. Она была на похоронах Горбачева, и она написала, что она просит зачислить ее, как и ее супруга, в иностранные агенты. Она назвала его великим патриотом России, с настоящим патриотом, и пожалела о том, что, значит, тут, в общем, ну, образно выражаясь, гибнут ни за что, ни про что русские молодые люди. Не сказала, правда, где, слово Украина не упомянуто, но, тем не менее, вот такой демарш, откуда, в общем-то, и не ждали, учитывая, я же говорю, что она молчала, не только молчала, но и в эти годы и награды у Путина из рук брала, что, правда, против Украины она не высказывалась, но как бы и за не была. И сейчас вот как ты расшифровал этот ребус Аллы Борисовны Пугачевой? Ну, вообще, я хочу сказать, что само это послание, вот этот ребус, да, не заслуживает большого внимания и совершенно не интересен. Я могу потом подробнее о нем сказать, но не это интересно. А интересно совершенно безумная реакция вокруг этого. Ты, наверное, обратил внимание, что вот в течение уже суток в России, по-моему, ни о чем больше не говорят, кроме как об этом, значит, послании Пугачевой, насколько я помню, в прокуратуре, прокуратура, она что ли просила присвоить ей статус иноагента. Вот. То есть безумная совершенно реакция со всех сторон. Значит, либеральная публика рукоплещет, значит, вообще кричит там разные лозунги, там вместе с Пугачевой победим, и в таком духе скоро, значит, восстание Пугачевой будет в России и прочее, прочее. Значит, охранительская, пропутинская партия войны тоже безумствует. Значит, Пугачева типа нанесла удар, нож в спину воткнула. Ужас какой, в таком духе Россия, матушка, гибнет, Пугачиха над ней измывается, значит, над нашей родиной, матерью. В таком духе. И это я почти не преувеличиваю, просто реально, реально истерическая совершенно реакция. Значит, тогда о чем говорят и почему это интересно в действительности? Это говорит о том, что в российском обществе и в российской элите, да, если называть элиту не лучшей, а элита, забравшаяся наверх всеми правдами и неправдами, так вот, в российском обществе и в российской элите намечается мощнейший раскол и мощнейшая поляризация. И в эту как бы напряженную ситуацию, да, любой даже камешек брошенный, он вызывает огромные круги. Почему это происходит? Происходит это следующим образом. Условная вот такая либеральная часть, я сейчас не говорю о реальных, да, оппозиционерах, которые и до этого боролись с режимом, там, которые сидели в тюрьмах и прочее, прочее, а я говорю о такой либеральной элитке, либеральной интеллигенции, либеральных звездах, либеральных политиках, типа там Собянина какого-нибудь начальника, потому что они считают себя и считаются в этой тусовке либералами.
Это не значит, что они настоящие либералы, там, Ого, Собянин просветленные. стал либералом за эти годы, я как-то не За заметил. эти годы уже, да, на фоне Патрушева он теперь в российской элитке воспринимается, на фоне Патрушева, господи, чуть не сказал Горбачева, на фоне Патрушева, Путина, Медведева и прочих, кстати, Медведев тоже воспринимался раньше либералом, теперь он уже не воспринимается, он воспринимается хранителем. А Собянин воспринимается либералом, и вообще московское правительство воспринимается как относительно либеральное. Я еще раз говорю, я не говорю сейчас о реальности, я говорю именно о восприятии и о неких маркерах, о ярлыках, да, Это которые уже очень важно, навешаны. что именно ты говоришь о восприятии людей, которые находятся в Москве, в Рейхе, которые Да, варят там, внутри, в этом да, бульоне. Да, естественно, об этом говорю. абсолютно, да. Да, естественно, это взгляд изнутри. Взгляд изнутри, они извне, не аналитический взгляд извне, кто они такие. Я бы просто и характеризовал их всех одним матерным словом, да, и квазилибералов, и охранителей одним матерным. Не стал бы их делить. Да, но не буду, потому что, наверное, это не в телевизионном эфире, да, это не проходят такие вещи. Так вот, собственно, дальше. Так что, получается, да, я говорю именно об этой вот квази или квази-либералах, да, и получается следующим образом, что когда началась эта война, 24-го, новая война, да, обострение уже вялотекущей войны, широкомасштабной агрессии российской. Значит, эти квазилибералы сначала, опять-таки, как бы, чтобы не выражаться нецензурно, засунули язык, ну, сами понимаете, куда. И сидели тихо. Почему? Они думали, сейчас рассосется, ничего. Сейчас рассосется. Или, значит, Путин там всех победит, или что-то там Украина вдруг сольет, или Запад сольет Украину. Ну, как-то рассосется, мы пересидим. Пересидим, и все будет опять хорошо. Опять, значит, как вот такая песенка была по российскому телевидению, когда я там еще жил в нулевые годы. Значит, ее все время катали, я тогда еще смотрел телек, и она мне засела в голову-то. А живем богато, и мы как птицы летаем в Лондон, летаем в Ниццу, ну и в таком духе. Вот как-то все это опять восстановится, счастье-то их. А нифига! Путин, значит, получает по роже раз, получает по роже два, война затягивается, санкции обостряются, санкции переходят, начинают бить не только по, значит, каким-то отдельно взятым олигархам или отдельно взятым охранителям, а по всей элитке, и уже и за границу-то не особо поедешь, а если поедешь, как бы там по морде не получить, это как тоже вспоминаю Салтыкова-Щедрина, что если раньше за рубль давали за границей там 50 пенсов, то теперь будут бить по роже. Но уже за рубль реально можно схлопотать по роже. Попробовать расплатиться рублем где-нибудь в Варшаве. Я думаю, сразу получишь. Вот. И, собственно, они уже, да, и они уже начали потихоньку дергаться. И они уже готовы, то есть они уже ужасно недовольны. И это недовольство прорывается. Прорывается в таких демаршах, вот по типу демарша Пугачевой. Но не только в ней. Глухо ропщут все сейчас. Я это чувствую и по социальным сетям, по личным контактам, и это просто ощущается, что вот этот ропот, причем ропщут все. Либералы ропщут, типа Пугачевой, с одной стороны, что надоела эта война, что там все это не нужно, давайте опять будет все как раньше. С одной стороны. С другой стороны, ропщут охранители. Охранители даже не ропщут, а уже орут в голос. Они орут после Харьковского разгрома, они стали орать в голос. Катастрофа, предательство, значит, необходимо вводить всеобщее военное положение, всеобщую мобилизацию, милитаризацию экономики, бла-бла-бла. Без этого не победим, без этого, значит, нас разгромят. Как будто они с этим победят. Они с этим также проиграют, просто кровью больше прольют. Но не в этом дело. То есть происходит две тенденции. Поляризация российского общества на условных квазилибералов и условных квази, значит, охранителей или партию войны. Да? С одной стороны. И с другой стороны, что оба этих сегмента этого общества российского и элитки российской, они все критичнее и все хуже относятся к некому федеральному центру в лице Путина и его ближайших опричников. Для хранителей Путин слишком слабо и недостаточно воюет. Для либералов он слишком долго воюет, и хотелось бы, чтобы он куда-то делся и исчез. Вместе со своей войной, чтобы опять они летали в Лондон и в Ниццу, и там были, значит, крутыми, и все в таком духе. Вот. Так что это вот интересная тенденция, и это письмо и эту тенденцию выявило.
Игорь, а вот сама, вот что действительно дает вот эта формулировка иностранный агент? Почему она требует сделать себя, как и ее мужа Максима Галкина, иностранным агентом? Что вообще эта формулировка означает для вот этих условных русских либералов? Вот, например, там Виктор Шендерович собирает деньги на очередной какой-то штраф за что-то, да, и говорит, ему говорят, ну сними с себя это клеймо, вот это вот, ну то, что они пишут. Я это иностранный агент, а он говорит, не спрашивайте, почему, я не могу. Но я отвечу, почему. Потому что там недвижимость, бизнес, там, может быть, кредиты и так далее. Вот они на себе, Медуза носит на себе, хотя находится в Евросоюзе, они носят это на себе нашивку. С одной стороны, они гордятся ею, а с другой стороны, это прикрывает их, ну, материальную сторону жизни, как бы, да. Вот, что это просто вызов такой, я знаю, я практически не знаю Аллу Борисовну Пугачеву, один раз с ней разговаривал, ну, пару раз, и то не близко. Я просто никогда ее оппозиционером нельзя было назвать, она скорее молчальница, да. И вот что ее довело и что даст ей этот статус, если и дадут ли ей этот статус как мужу, щоб і в мене теж було, як у чоловіка мого. Мгм. Да, но сначала, что вообще как бы дает или что отнимает этот статус? И людей можно просто бесконечно штрафовать, если они не будут клеить эту плашку. Это первое. И сейчас уже, насколько я знаю, поправка готовится, обсуждается в Госдуме. Я не помню, на какой стадии принятия, но я думаю, она будет принята. Что значит, что за постоянное систематическое неуказание, да, что ты или иностранный агент, будет и уголовное преследование вплоть до тюрьмы. Значит, по факту большинство людей, которые живут в России, понятно, почему они ставят эту плашку, но просто им жить там не дадут, их заштрафуют до такой степени, снимут последнюю рубашку. Это понятно. Почему это делают люди, которые в эмиграции находятся, я не знаю. Мне не присудили по такой статус, почему-то не наградили орденом, не знаю почему. Видимо, я очень такой отрезанный ломоть, что даже смысла меня называть иностранным агентом нет. Я бы, конечно, не стал указывать, потому что мне плевать на это. И, кстати, например, Роман Доброхотов, которому тоже присудили вот эту плашку, иностранный агент, он написал, что пошли вы нафиг, тоже, Это значит, как я раз их никогда показывает не нам буду такую указывать. тонкую разницу, да, кто не теряет связи с Рейхом, а просто хочет, имея вот этот бренд, получить вид на жительство как политически гонимый человек, а потом можно спокойно в Москву, там, в Питер слетать, вернуться, там, все хорошо. Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Это как бы оставлять, да, вот это первое, это как бы таким образом можно оставлять дверь открытой для каких-то вояжей и прочее, прочее. Это с одной стороны. С другой стороны, я не знаю, если у человека там недвижимость, можно ли отобрать ее под этим предлогом, я просто не знаю. Но не суть важно, для чего Пугачев просит. Конечно, это чисто красивый жест. Никто, я думаю, ей статус иностранного агента не даст. Я думаю, что, ну, как я понимаю, психологию вот людей, которые работают в российском правительственном пиаре, через какое-то время, причем очень скоро, придет оттуда из администрации президента жесткое указание: все, забыть нафиг про это письмо, больше не пиарить Пугачеву, ее, значит, вот это письмо там и так далее, и так далее. Забыть и закрыть тему. Я думаю, что именно так. Потому что сейчас они сами, охранители и госсми сами раздувают этот костер и привлекают к этому демаршу внимание, да, населения. Это что с точки зрения пиара глупо очень, ну, сам понимаешь. Вот, и так что я думаю, что там пройдет такой скорый сигнал, и все заткнутся. Но Но, пока еще не прошел. но смотри, Да, тут как бы Путин, да, ты продолжи, да, извини. да, значит, и поэтому это никакого отношения к реальному статусу иноагента не имеет это заявление. Это Пугачева просто, во-первых, как бы чисто по-семейному, по-женски демонстрирует свою солидарность с мужем. Так, это первое. Второе, как я уже сказал, это проявление того, что вот эта квазилиберальная тусовка, она крайне недовольна. Действительно, Пугачева никогда не была оппозиционером. Ни при Брежневе, ни при там Андропове. Она всегда, скажем так, она была действительно молчальницей. Ты правильно сказал. Когда, например, при Брежневе, я помню те такие разговоры со стороны людей, что Пугачева не поет большевистские песни. Это было всегда. Она не пела большевистские песни. Ротару, кстати, пела. Я уже не говорю про какого-нибудь Кобзона, а хитрая Пугачева, она всегда пела политически нейтральные песни о любви туда-сюда, миллион роз там и так далее, наркоз и прочее, ну, некроз и прочее. Вот. Она была грамотная, я, может, кто-то ей подсказал из ее продюсеров, что не надо в это дерьмо вступать, потому что отвернешь от себя аудиторию, особенно молодежь.
Вот. И поэтому, да, я сейчас молчала, но даже что если, значит, это такая великая немая да, как заговорила, это означает, что, видимо, эта ситуация уже сильно, сильно даже таких нейтрально ориентированных и спокойных людей, политически нейтральных, как Пугачева, она достала уже сильно. И это говорит очень о хорошей вещи, что по мере того, что как бы вот эта поляризация сил в России и раскол общества, он не символизирует даже, а он как просто термометр, да, он показывает, или как часы, что времени режима осталось совсем немного, что режим идет к своему краху. Потому что когда любой режим идет к краху, да, в нем эти процессы неизбежно возникают и неизбежно прогрессируют. Ну, смотри, реакцию, ну, действительно, это может быть цепная реакция. Я не буду говорить, что там они что-то, протест какой-то поднимут. На мой взгляд, ничего не будет. Максимум это ограничится лайками какими-нибудь или подобными какими-нибудь заявлениями от кого-то, типа Пугачева, типа Пугачева. Может быть, кого-то пониже рангом, кто, ну, как бы, она может себе позволить, кого-то ниже ранга, может, и накажут, например, да. Вот, но вообще у Путина, в принципе, есть два варианта в таких случаях, да. Ну, вот самое, то есть делать вид, что ничего не произошло, не замечать недовольство вот этих вот, ну, людей, о которых ты сказал, да, и как недовольство тех, кто за там всех разбомбить, всех призвать и так далее, так и недовольство тех, кто вот дайте мне статус иноагента, я не хочу, чтобы наши мальчики там умирали, да, просто игнорировать их и заниматься тем, чем они сейчас занимаются, да, о чем мы поговорим еще об этих армиях, там частных и так далее, всяких этих зэков воюющих и прочего остального. А второй вариант это начать репрессировать. То есть, но репрессировать, как понятно, надо, хотя, может быть, и тех можно наиболее крайних в чем-то обвинить, да, но, в принципе, можно, как бы, я уверен, что общество российское это, ну, большая часть воспримет нормально, но такой ГУЛАГ устраивать в современном виде. Может, чуть другое, может, это будут браслеты, запреты какие-нибудь там, может быть, это будет электронный, большей частью ГУЛАГ, принудительный труд какой-нибудь и что-то. Вот на твой взгляд, вот Путин, он стоит как, вот, ну, грубо говоря, на развилке такой, да? Что мне делать дальше, чтобы, понятно, его цель остаться у власти как можно дольше и остаться в живых как можно дольше. Вот какие твои версии, какая версия кажется тебе наиболее вероятной? Вот. И мотивируй, почему ты думаешь, что Путин может выбрать вот то или другое, о чем я сказал. Да, ну смотри, я думаю, сначала хочу сказать о чем, что действительно Путину опасно. Вот какие-то, значит, кухонные разговоры, там, не знаю, московского среднего класса, ему абсолютно по барабану. Опасно в этой ситуации то, что происходит раскол не только в обществе, но и в элитах, среди людей, в том числе из его окружения. Уже сейчас можно отнести любого практически политика российского высшего ранга, да, из путинского окружения, к одному из этих лагерей, квазилибералов или партия, или А какие, оголделая партия подожди, а войны. какие признаки? Вот я ничего этого не вижу. Заявлений никто не делает. Просто если человек молчит и не говорит, давайте всех украинцев переубиваем, то это значит уже типа либерал, там, ну, Да, условно. Да? абсолютно верно, потому что у наше общество российское, да, я еще его по старинке называю нашим, Ну, не значит, и дай ты его бог. нашим не считаешь, да, вот, значит, оно уже близко к тоталитарному обществу. А чем тоталитарное общество отличается от авторитарного? В авторитарном обществе достаточно не говорить против власти, а в тоталитарном обществе нужно, необходимо говорить за власть. То есть, если ты не говоришь за власть, если ты не призываешь к массовым убийствам и бомбежкам и прочее, прочее в современной России, ты уже фактически ведешь некую почти оппозиционную подпольную деятельность. Даже более того, я хочу сказать, для высших чиновников достаточно, если они не слишком часто призывают к массовым убийствам. Вот если человек утром встал, значит, похмелился и призвал к массовым убийствам, значит, он хороший для власти, он правильный чиновник номер один, все. А если он раз в месяц только выдавливает из себя такие вещи, значит, он уже подозрительный либерал. Люди, которые живут в России, я общаюсь там постоянно, значит, они отмечают, что, например, в Москве ну, как бы московские власти, они, скажем так, в меньшей степени гораздо разгоняют вот эту фашистскую Z-истерию, чем это делается в других регионах. Знаешь, причем -то и в регионах там тоже есть разница, но я сейчас не буду даваться в детали. И Собянин в этой ситуации считается либералом.
Значит, серьезно. Вот раньше считался Медведев, но Медведев сделал все, чтобы доказать всем, особенно Путину, что он Не, ну типа такого Медведев фашист. просто лег в освободившийся гроб Жириновского. Просто вот. Да, примерно так, да. Примерно так. Я думаю, что они оба под коксом сидели. Поэтому это как-то ему очень, скажем так, он смог стилистику это перехватить, Я коммунистическую. не буду напоминать нашим зрителям, какая была любимая забава Жириновского. Вот он любил российских солдат в самом прямом смысле этого слова. Я не знаю, И там, да, курсант. это мне его пресс-секретарь когда-то пьяный рассказывал, ну, вот еще давно-давно. Вот. Ну, бог с ним, его уже нет, к счастью. Вот. А Да. этот вот такое, что... кстати, что это за явление? Нет, давай про Медведева, если захотим, то потом. А сейчас хотел спросить вот как раз про что это за такое явление, когда несколько буквально ну, глав регионов, скажем так, да, вот этот Аксенов, Гоблин, Кадыров, еще пара каких-то, да, говорят, что мы Мгм. дадим по 1000 там, значит, этих, ну, добровольцев, как они, ну, наемников, зэков, я не знаю кого. А почему, как это в системе такого единоначалия, да, что это за игра такая? Я не верю, что, вот, знаешь, проснулся утром какой-то человек и там сказал, вот у меня инициатива собрать 1000 там убийц, террористов, убивать украинцев, а другой только проснулся и говорит, ой, не буду, ну-ка посижу, помолчу. Мне кажется, все это управляемый какой-то хаос, с другой стороны, я могу быть неправ. И ну, то, что Кадыров с Гоблином пытаются перекричать друг друга, они борются за статус там любимого солдата Путина там, и так далее, самого близкого. Это видно просто, как они конкурируют там, между собой. И Кадыров, конечно, безусловно, выигрывает он, и так далее. Но вот что это такое? Как это можно? В какой-то области мы собираем, а в какой-то не собираем. Где-то, или мы просто не говорим об этом. Вот из Тамбовской области говорят, 400 зэков повезли прямо вот в автозаках, повезли на фронт. Вот. Что вообще происходит с этой мобилизацией, с этими пригожинско-кадыровскими войсками? Тут слух был такой в Украине, что в Херсоне перестрелка была уже между вагнеровцами и кадыровцами. И такие намеки были у нас в СМИ. Вот. Что это за явление такое, такая непонятная мобилизация такая? Да, я хорошо, я тоже об этом уже писал и думал много. И ситуации, откуда вообще ноги растут, что называется. Ноги растут от следующего. Люди, которые знали Путина лично, там тот же банкир Пугачев, ну и другие, часто писали о нем, что он, когда Путин встречается с каким-то сопротивлением, трудностями, он быстро теряет интерес к делу, который ему до этого казалось очень интересным. Сейчас происходит то же самое с вот этим вторжением широкомасштабным в Украину. То есть он пел петушком буквально 23 там, февраля, 24 о том, как они там, значит, скоро победят и так далее, договорятся с украинским народом поверх власти и прочее, прочее. Сейчас он уже блеет таким обкакавшимся бараном, что типа ну, вот уже мы бы там ничего, но Украина сама не хочет переговоров, они хотят нас победить и прочее, прочее. То есть он лично уже потерял, чувствуется, не только драйв, да, он уже сломлен, морально сломлен. И он потерял интерес к тому делу, который для него эмоционально травматично, который является источником стресса. Он же сибарит такой, он себя очень любит. Он не хочет больше глубоко туда влезать. И здесь появляется следующая ситуация. Он не готов, естественно, проводить мобилизацию, вот эту всеобщую и вообще милитаризацию России, милитаризацию экономики и как бы такое объявление такой отечественной войны, да, как требуют от него различные эти ура-патриоты. Ну и про Почему? Потому что репрессии он, я тоже доспрошу, Игорь, ты не совсем ответил. Вот и одновременно же, я, если объявляешь всеобщую мобилизацию, надо и репрессировать тогда людей-изменников, вот этих, давить да, на корню все, что да, еще да. шевелится. Да. Да, естественно. То есть, если у нас такая будет объявлена уже не спецоперация, да, а некая отечественная война, то каждый, значит, кто поднимет, знаешь, против нее что-то такое, да, будет возражать, то он должен быть уничтожен. Это понятно. То есть, понимаешь, вот нужен такой, вот в этой ситуации нужен такой лидер типа Гитлера, да, ну, на крайняк Сталина.
То есть нужно такой вождь народа, вождь воюющей страны. В крайнем случае Черчилль или Рузвельт, но для России они, конечно, просто ментально не подходят, но они тоже были по-своему вождями воюющей страны. Путин органически не может выполнять эту функцию, просто физически, потому что, как я уже сказал, он ленив, он нерешителен, он любит переваливать ответственность на других, он абсолютно не любит, как, что называется, с утра до вечера крутиться, как белка в колесе, вот как Зеленский крутится с утра до вечера, не сходит с экранов. Путин так не может, абсолютно и не хочет. Прежде всего не хочет. И он понимает, что он не сможет выполнять роль вот этого вождя народов в этой ситуации, ему придется просто уйти. Поэтому и он не доводит до такой вот федеральной общей милитаризации, мобилизации всех ресурсов страны, чего от него требует всякий Стрелков. Что делать в этой ситуации? Он по привычке хочет перевалить ответственность за все на кого-то. На кого? Ну, например, на глав регионов, на какие-то частные армии, включить какие-то рыночные механизмы. Он привык, он хоть и такой правитель с постсоветским бэкграундом, но вышел-то он из 90-х, и он думает, что с помощью бабок можно решить любую проблему, в том числе и войну выиграть. Ну что, мы не, типа воевать сами не умеем, ну ничего, мы зэков наймем. Хорошо, зэков наймем каких-то, значит, регионов, заставим глав регионов создавать эти армии за деньги, естественно, набирать людей. Там Кадырова еще поднапряжем, чтобы он Ой, побольше их кстати, выставил. еще смотри, еще нюанс тоже, который ложится в Мгм. эту канву. Да, была информация, что он хочет обязать олигархов, повязать их кровью, уже непосредственно, прямо кровью повязать, Мгм. и обязать их дать определенное количество наемников, террористов. Мгм. Но если сейчас эти люди под санкциями просто находятся, я понимаю, что они Мгм. не влияют на политику, но это условный круг там, каких-то вот очень Мгм. богатых людей, да, когда-то близких там, к Ельцину, может, и потом и так далее, но все равно они богатые. Но то, что сейчас он вроде как поставил такую задачу, это фактически ты уже сразу себе билет в Гагу покупаешь, да, и вот как Ну, эта конечно. мудиловка скажется на этих же олигархах. Они радостно пойдут выполнять это, они будут переваливать на кого-то ответственность, они будут имитировать что-то. Вот это же просто прямой билет на кичу, понятным им языком, да, причем в не самом далеком будущем. Да, и насколько я знаю из того, что я читал, да, э, пока вот эта принудиловка, значит, разверстка такая, рекрутская повинность, да, значит, накладывается на госкорпорации, например, на АО РЖД. Якобы там, ну, такой документ ходил по сети, я не уверен в его подлинности, но похоже на правду, что там до 10 тысяч человек они должны набрать вот в эту частную армию на полгода. Значит, я думаю, что они будут госкорпорации напрягать, потому что, прежде всего, потому что, во-первых, это легко ее контролировать, легко заставить, а там не вякнешь просто. Понятно, что никто там, ни Миллер, ни Сечин не увернется. Что касается ельцинских олигархов, всяких там Дерипасок и Потаниных, у которых есть еще довольно крупная собственность в России и довольно много наемных работников, я думаю, они будут уклоняться до последнего от этого, всячески. И у них для этого больше рычагов. Я думаю, что в связи с этим как раз будут трясти прежде всего госолигархов, госкорпораций. Вот, но возвращаясь к тому, о чем я говорил. То есть вот таким образом Путин хочет как бы с себя переложить ответственность за эту войну и ответственность за какую-то мобилизацию российскую, да, за какую-то возможную подготовку там какого-то перелома в войне на вот на людей своего окружения, на руководителей регионов, на Пригожина и ЧВК различные, на госкорпорации, и надеется, что он с помощью вот этих бабок, он просто валит в это и валивает уже кучу денег, он как-то ситуацию разрулит. Но это, конечно, абсолютно смешно. И военные, и даже люди, которые пропутински настроены, но ведут всякие телеграм-каналы, они это прекрасно понимают, что силами зэков да, и силами каких-то алкашей из регионов, а набирают, вот в добровольцы идут конкретно алкаши и маргиналы. Это видно просто по кадрам, видеокадрам российского даже телевидения, который показывает, значит, сбор вот этих новых бойцов. Причем еще пожилые люди, там, не молодые, по крайней мере. Все это напоминает кадры из известной комедии «Российская операция», когда там стоит мент и отбирает среди тех, кто сидит на 15 суток, людей на всякие стройки народного хозяйства. Там, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто там пойдет на войну. Вот примерно так. И, конечно, они ничего не сделают, их не обучают вообще. То есть информация такая, что зэкам обещали, что их будут 2 месяца учить. В результате там 2 недели, и то это все
галопом по Европу. Просто будут на убой, значит, этих людей гнать, да, их украинцы утилизируют довольно быстро, но единственное, на что это может повлиять на следующее. В России и вообще в любой авторитарной стране власть всегда держалась на монополии, централизованной монополии на насилие, которая была всегда у Кремля, у там, царя, диктатора, генсека, кого угодно. Значит, Путин, как слабый очень царь и слабый диктатор, он в связи с тем, что он не может справиться с этой ролью в условиях войны, он начинает децентрализовать монополию на насилие, то есть делегировать своим разным боярам права фактически на инструменты этого насилия. То есть возникает частная армия. Частные армии у Пригожина, у Кадырова, в регионах появляются какие-то частные армии, в том числе и в национальных регионах. Значит, в какой-то момент, а власть при этом федеральная слабеет. Мы видим, как жалко выглядел, как жалко блеял Путин в Самарканде на Совете глав ШОС. Значит, и, соответственно, чем больше будет слабеть федеральная власть, а она будет дальше слабеть вместе с ним, тем больше будет усиливаться вот эта частная власть бояр, вот эти, у которых, заметь, есть инструмент насилия, частная армия. И в какой-то момент это может привести, я думаю, вполне вероятно, что приведет к войне всех против всех. То есть эти частные армии просто начнут делить Россию и отдельные регионы. Наступить это может, скорее всего, уже после того, как они будут драпать из Украины и начнут думать, к чем же им дальше жить. А жить-то они привыкли хорошо, ресурсов все меньше для раздела становится. И начнется война всех против всех. И это вполне вероятно новая такая апокалиптическая русская смута. Может быть такой вариант, что вот это массовый призыв, ну не призыв, понятно, но мобилизация зэков, они добровольно подписывают эти контракты, понятно, в обмен на что-то. Вот, в каждом случае разное, чем их там привлекают, ну, с освобождением, конечно, типа штрафбата, но вообще-то надо сказать, что все, кто сейчас воюет с Украиной, воюют добровольно, то есть призывников практически нет, они есть кое-где, но фактически это все люди, это вот все ресурсы, которые сейчас используются в Украине, там 99, может быть, процентов, я за точность не ручаюсь, но это люди, которые добровольно пошли убивать и грабить, да, то есть, в принципе, они такие же уголовники, только эти непосредственно из тюрьмы идут, а те идут и, может, в перерывах между тюрьмой там или там идут такие же, ну, криминального, маниакального, террористического, насильнического типа люди, да. А нет такого варианта, что он сейчас освобождает тюрьмы для того, чтобы потом, ну, когда он поймет, если поймет, что ему нужно окукливаться и сберегаться хотя бы внутри своего кокона, чтобы потом на эти места, освободившиеся в этих лагерях труда и отдыха, сажать, ну, всех, кто, учителей, которые что-то не так скажут ученикам, ну, всех, кто может как-то подтачивать на любом уровне, значит, вот эту святость фюрерской власти. И, кстати, из тех критиков, типа Стрелковских тоже, да, вот если сильно варежку открываешь на фюрера, значит, ты кто тут такой? Тебя кто назначил тут меня критиковать? Ну вот, может ли быть такой вариант? Все-таки создание репрессивного государства типа северокорейского типа. Мне кажется, я уже об этом говорил сегодня, что у Путина уже нет драйва ни на что крупные, да, даже на какие-то крупные злодейства. Но 24 февраля он уже в Украине растратился. Он завяз, он и фактически сломался. Я думаю, что он уже не способен на что-то масштабное. Ну, естественно, что ничего, кроме злодейства, он делать не может, значит, он не способен на какие-то новые масштабные злодейства. Вот в тех рамках, как он сейчас творит в Украине, он, конечно, будет продолжать. Но чтобы вот его хватило на то, чтобы перестроить, а для этого нужно перестроить фактически всю политическую и уголовно-репрессивную систему в России, я думаю, у него просто для этого не хватит уже ни сил, ни драйва, ни, главное, времени. Смотри, Украинцам ну вот в каждом освобожденном украинском городе и там, селе, райцентре мы видим пыточные, то есть это целая система работает. Это не просто, это не любители-садисты, да, которые фантазируют, да, это казни, это выявление списков не тех, кого надо казнить, пытать, издеваться. Там уже там есть все, ну, короче, это чистый такой вообще просто абсолютный нацизм, да. И ты говоришь, что не мог, но если он отдал такой приказ в отношении граждан Украины на территориях оккупированных, что ему мешает этих же самых людей, карателей? Это же их военными назвать нельзя, это какие-то зондеркоманды, я не знаю, кто этим занимается в их структурах, да,
Вот. Кто ему мешает отдать приказ то же самое? Ну, не так много в России недовольных, но чтобы просто всем было страшно, и Пугачевым включая, и всем этим дребезжащим вот этим слоям, да, которые типа недовольны чем-то там, да, посмели еще тут мне возникать, да, перед фюрером, чтобы сделать такой же, ну или похожий террор в кровавый внутри. Что ему помешает? Он маньяк, на мой взгляд, да, ему нравится мучить, нравится убивать. Русских, мне кажется, он презирает, ну, больше, чем вообще всех, да, вот к русскому народу не испытывает никакого уважения, для него это просто рабы, он давно это понял, как бы, и вот реализует свои планы, исходя из этого понимания, это опять мое личное мнение, да, что мешает сделать северокорейский режим? Знаешь, мне кажется, что он труслив. То есть это не только мне, но и людям, которые его знают и пишут о нем. Как я уже говорю, многие пишут, что он трусоват. И, конечно, зверствовать в Украине ему доставляет кайф, и он это, безусловный маньяк, 100%. Но, например, для того, чтобы устроить такой же террористический режим, например, в Москве, нужно фактически условно отдать Москву на откуп вот этим опричникам ФСБшным. А эти опричники ФСБшные завтра могут и до него добраться. Понимаешь? Он в Так, да? России, да, конечно, конечно. Причем он не сможет ими управлять на авторитете, да, потому что у него нет такого авторитета, как было в системе, как было у Гитлера или у Сталина. Он даже как у этих же ФСБшников и у патриотов этих русопятых, он вызывает очень у многих очень негативные эмоции, они его считают слабым, они его считают жалким и так далее, и так далее. Вот. Поэтому он боится их самих сильно допускать. Он всегда, поэтому он такую систему создал сдержек и противовесов. То есть никому не отдавать преимущество, не отдавать поляну. У него в Москве сидит такой, значит, квазилиберальный Собянин, который москвичам нравится, значит, с одной стороны, а вот в условной Чечне у него сидит, значит, такой восточный тиран, да, Кадыров, который там вырезает людей и прочее. То есть, и все как бы вот это, на это он так долгое время умел балансировать. Но сейчас, как я уже сказал, эта вся его балансировка приходит к дисбалансу. И со всех сторон, и с такой партии войны, и с квазилиберального сектора нарастает недовольство, которое показывает, свидетельствует о том, что его режим приближается к краху. Ну, Напоследок, вот когда он поймет, что все уже деваться некуда, он может, конец близок, да, совсем, он может как утопающий схватиться за соломинку и устроить, например, напоследок, да, какой-то массовый террор. Такой может быть. Но сейчас я пока этих признаков не вижу. Ну да, в общем, мало кто вот из наших зрителей, мало кто представляет, что вообще, в принципе, в современной так называемой России люди живут относительно свободно. Интернет доступен. Выезд за границу, он ограничен фактически только лишь за границей и другими странами. То есть Россия не запрещает въезжать, выезжать. Вот Венедиктов, бывший там редактор Газпромовского радио, он летает то в Вашингтон, то там, в Вильнюс, то в Москву опять, то в Петербург. То же самое и этот Муратов. То есть как бы вот они типа враги режима, а вообще никаких проблем. То есть, ну, как бы попробовал бы я туда приехать, да, вот, или там Бабченко, или кто-то еще, да. То есть, как бы вот это все, всю такую, то есть это добровольно, это нет пока такого принуждения, как бы это люди идут на драйве, да, вот. И вот насколько, на твой взгляд, вот вернемся к Шанхайскому саммиту, Шанхайской организации сотрудничества, но вообще, на мой взгляд, это сильно напоминало какую-то, ну, такую, знаешь, тусовку людей не очень, как бы, ну, короче, не самых цивилизованных стран мира, скажем так, собрались там представители, да, вот. И Путин там действительно выглядел очень, действительно жалко и оправдывался там он перед индусом, перед китайцем, своими коллегами, так сказать, да, вот, сидел там рядом на скамеечке с Лукашенко, нисколько его там не зажидал, там президента Киргизии ждал. То есть, чего вообще такого не было никогда, это правда, никогда такого не было, да. Но о чем это может свидетельствовать? С одной стороны, говорят, что это типа Акелло промахнулся, не получилось, все видят, что с Украиной у него не получается, а значит с ним разговаривать уже можно так отодвинься, не мешай, я тут сейчас, вот, у меня дела, да, можно делать раздраженные замечания, и он типа оправдывается, как действительно нашкодивший какой-то, ну, там такой щеночек, да.
скулит. А с другой стороны, он же не отменяет ни своей политики в отношении Украины фашистской. Продолжаются удары, продолжаются казни. То есть он не становится мягче по отношению к Украине. Нет видимости, что он хочет сам отсюда уйти, да? Вот. Не кажется ли тебе, что это, возможно, спектакль такой, рассчитанный на... Он же такой вербовщик по своей сути, да? Мне рассказывали, как он вел себя в свое время с Березовским. Вот потом он быстро его как бы перевернул ситуацию. Но в остальное время он там с цветами к его жене приходил на день рождения, еще что-то делал, еще. То есть он умеет подстраиваться под ситуацию, делает такие бровки домиком. Я ничего, это все Украина. То есть под дурака, вот под русского дурака косить такого сказочного, да? Вот, только еще тупее. А с другой стороны, политику он проводит, какую и проводил. И никаких признаков там, смягчения режима, как вот тем более по отношению к Украине, что-то там он передумывал бы. Нет, просто армия наша дает его армии. Вот и вся история, да, про его там нервные переживания и так далее. Вот. Не кажется ли, что это все-таки он пытается прикинуться хомячком и готовит что-то плохое для всех, для Украины в первую очередь и так далее? Я не думаю, что он такой актер, тем более он уже пожилой человек. Это видно даже по его к тому, как он держится, да, что он пожилой и не очень здоровый человек. И не думаю, что это, во-первых. Во-вторых, он настолько уже привык был хамить и борзеть, что вдруг ни с того ни с сего начать вот с этой хамско-борзой своей роли, да, в роль какого-то шестерки, да, на чужом перу оказаться. Я не думаю, что он бы на это пошел. Я думаю, что это просто он так физически уже выглядит, он так физически себя чувствует и может только так себя вести. А Ну, морально? конечно, он А морально как он себя чувствует? морально, то я думаю, что он морально сломлен. Я думаю, что он морально сломлен. Почему он продолжает войну в Украине с теми же зверствами, как и раньше? Он просто не знает, что ему делать. Он назад отступить тоже не может, потому что если он отступит назад полностью, например, выведет войска, откуда, где границы? Надо же из Крыма выводить тоже, но он не может, значит, надо перечеркнуть всю свою деятельность последних там 8 как минимум лет. Естественно, что он после этого не сможет быть главой государства, да, не сможет быть президентом России. От него отвернутся все. Значит, либералы будут, квази-либералы, будут потирать руки, говорить, вот смотрите, как он облажался. Патриоты будут орать, что он, значит, все слил. Быдло плебс, значит, не увидя по телевизору новых побед, а увидя позорное отступление, скажет, Путин оказался не отцом, а сукою, как у Галича про Сталина. И в таком духе. То есть он все потеряет. То есть он не может остановить войну, с одной стороны, а победить он тоже не может. И поднимать ставки он тоже физически не в состоянии, как я уже сказал. Поднимать ставки это значит прежде всего милитаризовать полностью страну, промышленность, ведь вести Ну и мобилизацию и ядерным так далее. оружием бряцать. Вот он ударил в Ну, 300 ядерное метрах оружие. от Запорожской АЭС, как типа намек на теракт ядерный. Есть информация о переброске тактического ядерного оружия в Крым, например. Она не подтвержденная, но она и существует, да? То есть достать последний козырь на стол, да? Вот что он может сделать? Ядерным оружием бряцать он может, но и он уже бряцает. Но применить его, это опять-таки резкое повышение ставок. Это тот некий экстраординарный шаг, да, то значит, масштабное, грандиозное преступление, на которое он уже, с моей точки зрения, не способен. Понимаешь, это вот представь себе Чикатило, да, значит, дожил до 70 лет. Его несколько раз, последний раз пошел на дело, хотел, значит, зарезать женщину, но попал, женщина оказалась там качком, и его каким-нибудь, там, не знаю, каратисткой, его сильно очень побило. Так что просто уже полуинвалидом сделал. И у него уже не стоит просто тупо. И он, вот это, как Путин, да, но он опять берет нож, берет, значит, какие-то свои, значит, орудия убийства, там, бритвы какие-то, в чемоданчик складывает, идет по улице, а чувствует, что уже все, смысла нет ни в чем, просто он ничего не сможет. Понимаешь, я думаю, что именно так. То есть он продолжает, конечно, свои преступления, потому что он остановиться не может, но ничего такого экстраординарного он уже предпринять просто в силу физической своей и моральной немощи не может. Значит, да, это вот и по поводу ядерного оружия тоже. Кстати, тут еще знаешь, какой есть важный момент? Знаешь, какая последняя ставка Путина, и это тоже чувствовалось в ШОС на его выступлениях. Он надеется, вот мы начали с этого, когда еще до записи говорить про зиму, да, вот он надеется, что, значит, генерал Мороз ему поможет выиграть все-таки эту войну на зиму, надеется. Причем не на зиму в Украине даже, хотя в Украине тоже, но прежде всего на зиму в Европе.
Он надеется, что он торпедирует европейскую и немецкую, в том числе, экономику, и как бы Запад пойдет к нему и к нему на уступки и кинет Украину. Ты думаешь, он Ну, серьезно надеется на то, он что... же говорил, он прямым текстом, он как, значит, значит, торговец на рынке такой зазывал, он же кричал там в этом, в Самарканде, а что они парятся-то? Пускай вот включает Северный поток-2, это, не помню сколько там, 400 или сколько-то там, То есть не он знаю, прав, чего. то есть он правда ничего, на твой взгляд, ничего не понял до сих пор про то, что все, это как бы игра уже в одну сторону пошла с Европой. Да, он не понял, он еще надеется на что-то. Он не понял, что он фактически своими действиями, потому что признать это для него, это признать, что он полностью облажался. И что он просто погубил, что называется, на десятилетия вперед дело, которым руководил. Потому что систему, значит, снабжения Запада российскими, советскими энергоносителями, газом и нефтью создали еще при Брежневе. И, скажем так, сытые застойные годы, и, значит, первые десятилетия, там, 70-го примерно, после 80-х до вторжения в Афганистан, и сытые годы нулевые при Путине, они все были благодаря этой системе. Он фактически благодаря этой системе Россия хоть как-то существовала, держалась на плаву. Сейчас эта система разрушена на десятилетия вперед. Такого не было никогда, в том числе и после вторжения в Афганистан. Та же Германия заключает газовые контракты на 10-15 лет, альтернативные. Все, поезд ушел. Она уже не сможет, если даже захочет, вернуться к российскому газу. Даже если завтра Путина свергнут и будет там Навальный президентом, Германия не вернется к российскому газу и, скорее всего, к российской нефти тоже. Потому что это уже система разрушена, во-первых. Во-вторых, политическое принято решение больше от России не зависит. Кто бы там ни был у власти, это стрёмная страна. Сегодня один, завтра другой. Зависеть от них нельзя. Это опасно. Опасно и для экономической, и для международной безопасности. Все. Понимаешь, поезд ушел. Смотри, многие утверждают на полном серьезе, я-то не профессионал, как бы, у меня только родственники психиатрией занимались, некоторые занимались когда-то, вот, а говорят, что он действительно психически нездоров. Видишь ли ты все-таки социолог, это ближе к психиатрии, чем я. Ты считаешь, что есть какие-то маниакальные у него вещи? Ну, судя по садизму, потому как он приказы войскам отдает, а это он отдает, безусловно, да, и своим карателям, садистское присутствует. Насколько это можно назвать сумасшествием? Или это просто такая черта характера зверская? То есть маньяк это же не обязательно сумасшедший, это же чаще всего нет, даже наоборот. Да. Нет, смотри, вот я тоже не психиатр, но я читал многочисленные заочные психиатрические экспертизы, которые делают западные, в том числе американские психиатры Путина. Причем я читал еще это даже когда они были закрыты. Сейчас они уже появляются в прессе. Я читал это довольно давно. Мне привозили люди там с конференций различных. Значит, он, конечно, параноик. Параноик со сверхценными идеями параноидальными, от которых он отказаться не может. Это, безусловно, так. Одна из его сверхценных параноидальных идей – это то, что он решил войти в историю России новым таким великим императором, который воссоздал Российскую империю. Такой третий рейх. Первый рейх был империя Романовых, второй – Советская империя СССР, и вот третий – Путинский рейх. Он, как человек все-таки 70, да, и он понимает, что жить-то уже осталось не так долго Слушай, ну по-любому. 70 это немного. Куча людей выглядит в 70 прекрасно, здоровы, бодры, веселые. Медицина у него доступна любая. То есть это не приговор к возрасту, не Не приговор. приговор, И понятно, Байден но старше него, ну и что? нет, но в любом случае в этом возрасте начинаешь думать уже о том, о вечном, что называется, как ты войдешь в историю, да? Ну, значит, если ты руководитель государства, естественно, да, это 100%. Значит, конечно, он не собирается помирать завтра уже, да, но он думает, тем не менее, как он войдет в историю. Так он человек примитивный и прям скажем, тупой. Ничего умнее, чем войти в историю, как вот такой собиратель земель русских, великий император, там новый, то ли Екатерина II новый, то ли Петр I, Я у бы него в его голову не назвал, пришло. Игорь, за собиратель емель русских. Вот этих, которые на Да. печи лежали и решили пойти, значит, завоевать весь мир. Я прошу прощения. Да. Да, Продолжай. есть такая, есть другая версия, обиратели имели, так тоже говорят. Вот.
Значит, и он же прямым текстом об этом говорил, там неоднократно причем, что он оценивает российских императоров именно с точки зрения того, какие они территориальные приобретения сделали. Поэтому, значит, Екатерина II хороша и так далее, и так далее. Вот он так вот тупо и решил, что он сейчас захватит Украину и Беларусь, и они как бы соберутся, значит, новый будет такой мина Беловежская пущена наоборот, Но у где нас же годовщина создания Советского Союза, я прошу прощения. Это же да, годовщина кстати, создания СССР. 30 да, декабря 22 года прошлого да, столетия. да, да, То есть план был такой, да, сожрать Украину, с кровью все да, перемешать и с да, Белоруссией создать, посадить марионеточное правительство и создать да, новый союз, где он стал бы, ну, таким да. паханом. Таким. Да, где он стал таким императором. И более того, в этих планах проговаривались и российские пропагандисты в самом начале войны, когда они же еще не поняли, что этот план блестяще провалился. Я думаю, что он даже не это хотел сделать скорее не к столетию создания СССР, а к своему собственному 70-летию, которое скоро будет в начале октября. Вот, значит, да. И вот это, то есть он параноик в этом смысле, у него абсолютно параноидальная психология. Конечно, мания преследования абсолютно точно. Он считает, что реально искренне считает, что весь мир против него. И более того, как часто бывает у параноиков, да, то есть они сначала придумывают какую-то схему, а потом сами же и блестяще ее реализуют. То есть если он придумал сначала, что весь мир против него, но миру на него было глубоко начхать. Но он добился того, что весь мир, или, по крайней мере, лучшая его часть, стала Да, реально тут, против тут него. успехи неоспоримые. Неоспоримый. Такой русофобии в мире не было ни Да, при каком да, коммунизме. А, абсолютно. Да. Наконец-то весь Запад начинает понимать вот то, о чем писал Степан Бандера, что суть не в коммунизме. Он говорил, что эта смена социального строя в этой империи, не влияет, политического, не влияет на ее суть. Вот был царизм, это было имперство, кровь и так далее. Был коммунизм, пожалуйста, вам, то, что при Бандере было. Потом его убили, вот тебе, пожалуйста, из демократии опять получился рейх. То есть это просто три лица, как ты правильно сказал, третий рейх, да, третья реинкарнация империи, да, и уже я надеюсь, что последнее. Вот. Я хочу тебя спросить вот еще о чем. Ты часто... Первое. Немного времени еще осталось у нас. Вот про пропагандистов хочу спросить. Вот как ты оцениваешь, все-таки ты, наверное, лучше, чем я это видишь, да? Как изменилась пропаганда вот за последний месяц, ну, связанный, понятно, с чем, да? Вот что они теперь говорят на государственных каналах? Я не беру там Стрелкова, Гиркина, там вот этих всех тут и так далее. Что-то бормочет невнятное, как-то пытается оправдать эту ситуацию. Сначала они пытались замолчать вот этот провал в Харькове, потом, ну, официально же у них ничего не произошло, все нормально, все идет по плану, и они пытались как замолчать. Потом, естественно, это все прорвалось, потому что скрыть эту информацию невозможно. Вот в отличие от предыдущих провалов путинских, там ухода и провала под Киевом, там потопление крейсера «Москва», и так далее. Значит, это вот последний провал под Харьковом скрыть не удалось. Видимо, масштаб его был слишком большой. И ватникам, как вот в первом случае, что-то там напели, и они поверили. Редислокация, там вот это Да, да, жест доброй да. воли. Да. Да, сейчас уже такое не проказывало, все поняли, что это провал, и начали поэтому что-то визжать и невнятное нести. Но, конечно, ну, самое забавное, там Симоньян же, известная цитата, да, как я воспроизвести не решусь ее, о том, там что-то все было, по-моему, слово «взад» там употреблялось в этой цитате раз 10. Знаешь, вот. Но, то есть, несут уже сами не зная что. Да, вот. Потому что очень сложно оправдаться. Они же готовили население к тому, что мы не уйдем, мы там туда-сюда, знаешь, Россия здесь навсегда, но приключилась вдруг роля, беда там и так далее. Понимаешь? Ну, невозможно же это скрыть. И я хочу сказать, что я надеюсь или даже уверен, что украинское наступление будет продолжаться, и что с каждым новой крупной победой украинской, например, там уход российских войск из Херсона, это будет все более, вот это будет следующий гвоздь в гроб Да. этого режима, в Но гроб ты Путина и его режима. коротко, если ответить, Да. Акелло промахнулся уже или еще нет?
Акела промахнулся абсолютно точно. Если как бы Акеле, во что я не верю, не удастся в ближайшее время, там, в ближайшие месяцы как-то реабилитироваться в глазах быдлоплебса, то этот быдлоплебс его сожрет просто, разделает и поджарит на шашлыки. Причем, как я уже сказал, он теряет поддержку во всех, значит, среди всех категорий, среди всех колонн и башен, в том числе и кремлевских тоже. Потому что условные там силовики, думаешь, им нравится погибать в Украине? Конечно, нет. Ну, та же Росгвардия и прочее, прочее. Они не для этого нанимались. Они нанимались, значит, дубиночками дубасить студентов, а тут их воевать посылают. Как только весь этот конгломерат даже не частных армий, а вооруженных банд просто, как только он почувствует, что, значит, и федеральный центр окончательно ослаб, и уже им ничего не будет, да, за мятеж, они начнут просто реально выходить из повиновения и требовать свое, то есть Смотри, грабить Игорь, население. Да? почему ты так думаешь? Вот я приведу пример Афганистана. Мгм. Вот тоже говорят, вот они вернутся и свергнут там власть, начнут бунты там и так далее. Вот из Афганистана вернулись, и максимум, на что они были способны, пойти в банду. Причем чаще всего не на первые роли, а в охрану в какую-нибудь и так далее. Вот почему ты думаешь, что вот общество, даже включая вот этих побитых вот этих террористов и так далее, что оно пассионарно? Может, они просто, я не знаю, как они себя поведут. У тебя вот 3 минуты на развернутый ответ. Почему после Афганистана никто не поднял никаких восстаний, а просто это сдулось, как я не знаю, там, да, ну, под воздействием санкций, там, неудач, там, десакрализации власти. А сейчас почему ты думаешь, что будут именно какие-то такие войны внутри? Прежде всего, потому что афганская война была намного менее масштабна, чем война в Украине нынешняя. Намного менее, просто чисто цифрами. И потерь там было много меньше, и воевало там много меньше людей, и воевала там только армия, и не было там никаких частных банд и частных армий. И, значит, все это было где-то далеко от России, и даже несмотря на это, тем не менее, афганская война сыграла свою значительную роль в крахе СССР. Тем не менее, несмотря на все. В Украине все гораздо для Кремля хуже и гораздо масштабнее. Там ведется полномасштабная война, задействованы сотни тысяч, если не миллионы людей в ней. И как я уже сказал, чтобы Путину не проиграть в ближайшее время, ему бы пришлось переходить к вот всяким мобилизационным мерам, которые бы эту войну еще больше масштабировали, еще больше сделали бы ее еще более разрушительной и болезненной для системы. Именно на этом основании, вот твой последний, по-моему, пост на Фейсбуке, где всем рекомендую читать Игоря, ну, фактически называется так, что война может закончиться скоро. Да, я на это надеюсь. Спасибо, что... Ну, а мы... спасибо тебе, Игорь, что вышел на связь. Всегда рада тебя слышать с своим трезвым, непредвзятым анализом. И мы тоже... На самом деле, ленд-лист еще не начинался. Это вот я Да. сообщаю, нас смотрят в Кремле, везде все эти симоняны. Я знаю, что они смотрят, пишут все. Ленд-лист еще не начинался. А вы уже побиты, как собаки, вооруженными силами Украины. И еще не начинались, по сути, санкции против энергоносителей российских, против нефти и газа. Да. Все самое страшное для этой системы начнется в начале следующего года. Ну що ж, слава Збройним силам України. Дякую, Ігорю, за те, що увімкнувся до нас, приєднався до нашого телеканалу. Дивіться АТР далі, допомагайте нам, допомагайте один одному, допомагайте нашим воїнам, допомагайте в будь-який спосіб, в який ви можете допомогти і наблизити перемогу України. На все добре.